Было бы глупо и наивно считать, что господин прокурор и его коллега, старший советник юстиции, не знают, что такое УПК, не знают, что такое событие преступления, состав преступления, не знают, что написано в статье 75 статье, 88 статье. Все это они прекрасно знают. И знают, по крайней мере, лучше меня, они точно это знают все это. Вот в это и является самая главная проблема. То есть, когда человек этого не знает и добросовестно заблуждается, то ему можно простить. Но когда люди это делают сознательно, причем это делают люди, фактически люди эти совершают злодеяния, используя свои должностные полномочия сознательно, то это вдвойне преступление. То есть они об этом прекрасно знают. И вы, я думаю, коллеги, и мы все здесь присутствующие об этом также это все понимаем. Но тем не менее они продолжают это делать, тем не менее они продолжают участвовать в этом спектакле. На рядовых впечатлительных, скажем так, обывателей речь прокурора Антогия и прокурора Новополского, конечно, может произвести какое-то впечатление. Там много сложно сочиненных предложений, там очень тяжелый состав преступления, но для профессиональных юристов это ничего не значит. У профессиональных юристов, наоборот, должны появиться вопросы к обвинению. Примерно какие вопросы могут появиться обвинению? Например, вот такой вопрос. Вы обвиняете 8 человек, а я считаю 8 человек вместе с Подгорным Ахмедом, в том, что они руководили насилием со стороны 39 человек в отношении 67 потерпевших сотрудников. Вот какие цифры я называю? 8 человек обвиняется. Соучастниками идут 39 человек, потерпевших 67 человек. Все это происходило на небольшой автостоянке на площади где-то 50 на 50 может быть, метров. Вся эта территория была окружена камерами. Все записывалось, все фиксировалось. И что? И это все, что прокуратура и следствие смогло собрать за 1,5 года следствия предварительного и за 1 год, за 12 месяцев судебного следствия, которое здесь есть. Эти все доказательства, то, что они могут вам предоставить, чтобы вы вынесли судебное решение, чтобы оно соответствовало статье 297, чтобы оно было законное, чтобы оно было обоснованное и справедливое. Вы обвиняете 8 человек в совершении 2 тяжких преступлений. Обвиняете людей, которые никогда ранее не привлекались к уголовной ответственности, положительно характеризуются и с места жительства, и по месту работы. Например, тот же Погоров является пенсионером МВД, кавалером ордена Мужества. Вы обвиняете пенсионеров 3. Вы обвиняете многодетных отцов на иждивении, которые находятся 12 малолетних детей. И это все, что вы предоставляете, чтобы их посадить на 8 на 9 лет. Каким образом, я вот так думаю, может быть, судья вопрос вам задавал, каким образом судья должен в описательно-мотивировочной части все это обосновать, чтобы посадить этих людей на 8-9 лет. Каким образом он это должен сделать, чтобы его, этот судебный акт, этот акт, скажем так, правосудия, не осмеивали его коллеги в апелляции, в кассации, не насмехались над ними, говорили, кто этот судья Куцуров, как он вообще мог такой приговор вынести в отношении этих людей. То есть вы ставите суд Кисловодский в такие условия, загоняете. Вы не только нас загоняете, вы загоняете и судебную систему Ставропольского края. Заставляя, чтобы суд принял заведомо неправосудное решение. То есть какая-то группа сотрудников, в которых ходили оперативники центра, следователи, при попустительстве прокуратуры, фактически совершили тяжкое уголовное преступление. Статью 299 и 303 еще никто не отменял. То есть они фальсифицировали результаты оперативной
деятельности, фальсифицировали материал уголовного дела. Мы это много раз здесь и мои коллеги, и Хаутиев, и Мацнага говорили о том, что они скрывали результаты экспертиз, о том, что они писали рапорт, в котором содержится откровенная ложь. То есть они совершили преступление, теперь они говорят в суде Куцурову: ну слушай, ну люди просидели 2 года, 8 месяцев, ну как мы их сейчас выпустим? Ну что, вы подумайте о себе. Ну зачем они вам? Кто это для вас, вот эти люди? Кто это аборигены, вот эти индейцы там? Что они вам? Они что, ваши родственники, что ли, или что? Зачем вам их? Зачем? Откройте там, печать у вас есть, поставьте печать, прикройте нас. И все, мы дальше пойдем ломать судьбу людей. Вот что говорят следователи, прокуроры. Они, в первую очередь, сегодня хотят в этой истории сделать крайним именно суд кисловодства, именно судью Куцурова. То есть они хотят выскочить из системы. Потому что они понимают, что все, что с нами происходит, это несправедливость. Прекрасно это понимают. Прекрасно они это понимают, но сегодня хотят, чтобы не они были крайние, чтобы это был кто-то другой крайний вместо них. И поэтому только это можно объяснить, что запрашиваются такие сроки 8-9 лет, чтобы максимально у судьи было психологически на него давление, чтобы он как можно меньше мог им скинуть, чтобы они остались все-таки эти невиновные люди, эти пенсионеры, это женщина, это многодетные отцы, чтобы они остались здесь в заключении. Потому что, почему? Потому что существует указ, существует приказ. К сожалению, у нас прокуратура, это не та прокуратура, например, которую я знал как молодость. Эта прокуратура уже превратилась в настоящую там, такую систему, где больше всего солдафонство присутствует, где люди руководствуются не нормами закона, а руководствуются приказами вышестоящего начальства. Вот был такой ветеран, один из основателей специальных служб НКВД, то есть Павел Судоплатов его знал. Может быть, я, конечно, сомневаюсь, что молодые еще знают его фамилию. Так вот, он когда приехал из одной своей командировки, он один из тех, кто организовал убийство Троцкого, убийство на украинских националистов в 30-х годах. Он приехал и говорит своему товарищу: я не понимаю, говорит, что происходит в Министерстве НКВД. Что это за люди, говорит, они занимают должности, говорит, но они тупые, они глупые, говорит. Что, говорит, начальство разве этого не видит, говорит? Ты ошибаешься, говорит, ты отстал, пока ты ездил по Европе. Начальство это видит. Начальству нужны эти люди. Потому что эти люди, они слепо выполняют приказы. Они, как ты, не задают вопросы. Они не задают вопросы. Они просто, им сказали приговорить силовиков, сделать их экстремистами. Все, они не пытаются начальству объяснить. Ну вы что, посмотрите на них, какие-то экстремисты-то. Вы на них посмотрите, на их жизненный путь посмотрите, на их образование посмотрите. Как я буду составлять обвинительное заключение? Нет, эти следователи не будут такое говорить своему начальству. Они будут искать момент, они будут искать возможность, чтобы этот приказ выполнить. Даже если он будет нелепый, он будет глупый, этот приказ, но они будут стараться его выполнить, потому что им нужно получать зарплату, у них есть свои дети, у них ипотека есть, кредиты там какие-то есть, им надо это все отдавать, они все это рассчитали. А то, что этот приговор, как потом отразится даже не на нашей судьбе, а вообще на будущем государство, в котором они служат, их совершенно не волнует. Вы посмотрите, какие экстремисты. Вон, где вы видели, что экстремистов вот так встречали, приходили, говорили за нас? Где вы видели таких экстремистов? Вообще понимаете, что вы делаете? К сожалению, эти вопросы мы не можем задать ни прокурору Хандоге, и Золотовскому, хотя, в принципе, эти люди ничего не решают. Но мы можем задавать вопросы суду. Статья 299 нам позволяет это сделать. Мы имеем право задать вопросы суду, и суд должен поставить на эти вопросы четкие ответы. И ответы должны быть на все вопросы, которые мы поставим. То есть как мы, как вы, как защитники, и мы, как подсудимые. Доказано, первый вопрос, доказано ли, что имело место это деяние, в совершении которого нас осуждают, нас обвиняют? Вообще, было ли это экстремистское сообщество? Был ли вообще мальчик вообще? Было ли такое экстремистское сообщество? Давайте выясним. И адвокаты все, и адвокат Ужахова, и Абубакаров это поднимали этот вопрос. И Куриев поднимал, и Точи, все поднимали этот вопрос. Ну, давайте повторение мать учения все-таки попробуем. Раз
люди, которые нас сюда засадили, сотрудники прокуратуры прикрывают срамоту, скажем так, этого всего. Этим УПК они прикрываются как фиговым листочком, но давайте сорвем этот фиговый листочек, чтобы все видели, что на самом деле они себя представляют. Не позже мая было создано экстремистское сообщество, в мае 2018 года. Ну хорошо, определили, когда было не позже создано. Ну а когда было не ранее создано? Ну я, например, советую этот период немного сузить, там можем сказать, например, что не ранее 8 марта 1972 года было. Почему? Потому что 8 марта на свет родился Марсака Муса. Соответственно, они должны были подождать, пока он родится и создать. То есть уже мы период времени сократили, уже будет легче уже следствие уже доказать там нашу вину. Было ли время установлено, когда было создано экстремистское сообщество? Ведь если мы обратимся в УПК, если мы будем смотреть постановление, то мы видим, что время, именно то, что касается именно этой статьи 282.1, время является очень важным, потому что в отношении организаторов преступление считается оконченным с того момента, как организаторы создали его, с того момента, как они его создали. Значит, это важно очень. А в отношении исполнителей считается с того момента, как исполнители вошли в это экстремистское сообщество. Вот, например, я Чемузи, когда я вошел в это экстремистское сообщество? Но меня не устраивает, что там написано одна строчка, они в разное время вошли. В какое время в разное вошли в это экстремистское сообщество? Может быть, если бы прокурор сказал бы, что я, или следователь Нарыжный сказал бы, что я вошел в экстремистское сообщество 30 сентября 2018 года, у меня была бы возможность предоставить справку из пограничной службы ФСБ России о том, что я в этот момент находился в Грузии, у меня был бы алиби. Или если бы Нарыжный сказал бы, что я, например, вступил в экстремистское сообщество 27 ноября, я предоставил бы билеты на самолет в Санкт-Петербург и справку из Конституционного суда России, что я там находился. Толку в том, что у меня была возможность доказать свой алиби. И это мог бы любой доказать. То есть, если они называют конкретный день, какой день они создали, мы смогли предоставить деньги телефонов, доказать, что мы находились в разных местах, и, соответственно, мы не могли создать экстремистское сообщество. Но они об этом знают прекрасно. Вот об этом я и говорю, что они знают прекрасно. Потому что, зная это, они пытаются там, где у них слабые позиции, размыть эту ситуацию. Но насколько следствие не понимает, что они делают, и насколько прокуроры не понимают, что они делают. Вот смотрите, я вам привожу пример. Что вот обвинительное заключение, по которому нас делали. Пароход АО не позднее 13-12, находясь в помещении централизованной религиозной организации Законного центра мусульман Ингушетии по адресу Республика Ингушетия, город Магаз, проспект Князького, дом 16. Ну, я уверен, что вам, для вас и для прокурора я ничего не произнес. То есть вы думаете, что он хочет сказать. А я хочу сказать, что проспект Зязикова, 16, Магаз, это резиденция главы республики. Понимаете? Вот это обвинительное заключение. Вот, понимаете, нас держит. То есть мы, Парохоев, находясь в резиденции главы республики, значит, умышленно осознавая общественную опасность, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это что за обвинительное заключение? Вы вообще, если вы ездили вот туда, в Ингушетию, понимаете, вы исследователи, то вы знали бы, где это находится. А вы здесь устроились в курортном городке, конечно, здесь нарзан попиваете и сидите. И к вам сюда привозят заключенных. У вас тут СИЗО, рядом у вас детские садики, там больницы. А если вы ездили бы и знали бы предмет, вы не допускали бы в обвинительном заключении вот такие ляпы, понимаете? 50 следователей не смогли это заметить. Генеральная прокуратура это не смогла заметить, зам генеральной прокуратуры. Вот что из себя представляет обвинительное заключение. И я уверен, что если мы и адвокаты начнем детально изучать все постановления следователей, закажем по-человеческую экспертизу потерпевших, мы сможем выяснить, что и постановления подписаны несоответственными с лицами. И подписи якобы потерпевших тоже, скорее всего, им к ним не относятся. У нас пока нет этого времени этим заняться, но мы, я думаю, найдем время, будем этим заниматься детально. То есть это, уважаемый суд, при первом нашем знакомстве я вам сказал, что это уголовное дело чушь собачья, понимаете, как говорит наш президент. Чушь собачья. Я вам прям показываю, пример вам привожу, понимаете? Вот. Это чушь собачья.
Установлено ли место, установлено место совершения преступления, которое Барахой обвиняет, если адрес неправильно указан? Конечно, не установлено. Таких примеров здесь куча в этом обвинительном заключении. Так доказано ли деяние, что оно было? Было ли экстремистское сообщество? Ведь что написано в 73 статье? Написано, что место, время должно быть доказано. Причем это должно быть не утверждение следователя, это должно быть реальное событие. Например, у меня не было вопросов, если бы, например, в обвинительном заключении было написано, что были даны показания, например, Барахоем, Ужахов и Марсаку дают показания. Мы встретились в мае там, по адресу, в котором проживает Мальцагов, и договорились создать группу, цель которой будет свержение, снятие с должности главы республики и дестабилизация обстановки. Вопроса у меня не было, если были такие показания. Кто-нибудь из нас дал такие показания? Не дал. А может был какой-то свидетель, который случайно увидел, как они собирались и обсуждали этот вопрос. Есть у нас такой свидетель в уголовном деле? Нет у нас такого свидетеля. А может быть есть видеоматериал, на котором видно, как они переодетые, законспированные, заходят в Одесский переулок, где живет Ужах Мальцагов, и какой-то видеоматериал есть у нас. Нет у нас такого видеоматериала. А может у нас бедный телефон есть, который показывает, что они все втроем собрались именно в какой-то день? Нет, если у них был такой материал, будьте уверены, они указали в точном западе, как требуют уголовного процессуального кодекса. Они этого не делают, потому что у них нет материала. Что нам говорит законодатель? Законодатель говорит, что если хотя бы одно место, время или способ не доказаны, человека нельзя осудить, его нельзя приговорить и посадить, он был не доказан. Это написано в УПК, статья 73. Это вы прекрасно знаете, лучше меня, как это написано. Хорошо, допустим, бывает такая ситуация, когда совершается преступление, бывает ситуация, когда следователь знает, что вот это лицо совершило, но нет у него доказательств никаких. Нет доказательств никаких. Но он знает, что он совершил преступление. Допустим, было создано экстремистское общество. Допустим, гипотетически, это не значит, что я признаю. Я просто допускаю. Теперь мои действия как экстремиста, которому обвинение закратило 8 лет, и считают, что я активная роль проиграл. То есть, что я делал? Я Чемузиев, являясь руководителем опоры души, обеспечивал взаимодействие по вопросам проведения массовых мероприятий и митингов с органом власти. Это первое. То есть я активно взаимодействовал с органом власти. Действительно, это правда, я активно взаимодействовал с органом власти. Это действительно правда. И это подтверждается видеороликами, моими, значит, постами в Фейсбуке, моими выступлениями в Инстаграме. Это все. Но спрашивается, какое отношение это имеет к экстремизму. В законе указано четко, там нет, что если ты взаимодействуешь с органом власти, вы тоже взаимодействуете с органом власти, вы взаимодействуете с органом власти. Это же не является преступлением. Почему в отношении меня тогда это преступление? Дальше, значит, экстремист Чемузиев осуществлял ведение активной деятельности по дискредитации в обществе действующей политической власти. Я осуществлял активную деятельность по критике власти. Это тоже мое право. Мне это право дает Конституция Российской Федерации. Дискредитировать я не могу, потому что дискредит, английское слово, это неологизм в нашем языке, он означает потеря доверия, то есть это может только субъект. Например, прокурор не может дискредитировать судебную власть, а судья не может дискредитировать Следственный комитет. Прокурор может только дискредитировать прокуратуру. Я не могу дискредитировать политическую власть, потому что я никогда не был во власти, никогда. Я за все время только государству служил в армии, 2 года, и все. Я больше никогда не был государственным, никакого отношения не имел. Когда сотрудника увольняют из органов, то говорят, уволен по дискредитирующим основаниям. То есть они дискредитируют. Я не могу дискредитировать, я могу критиковать. Да, я критиковал власть. Да, это есть ролики, пожалуйста, это можете зайти в интернет, набрать мою фамилию, и все, и там выйдут ролики, вы можете сидеть и слушать все это, что происходило. Но является ли экстремистской деятельностью? Нет, не является. Почему не является? Потому что статья 14 Уголовного кодекса четко написано: преступление – это виновно совершенное общественное опасное деяние,
запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. Разве обеспечивать взаимодействие по вопросам проведения массовых мероприятий является каким-то составом преступления в уголовном кодексе? Есть такой состав преступления? Нет такого. Дальше использовал созданное им общественное движение для получения документов о разрешении санкционирующих проведение официально-протестного мероприятия и так далее. Ну, сам Максагов на прошлом заседании прочитал нам все статьи Конституции Российской Федерации. Там написано, у меня есть право, я имею право создать общественное движение, я имею получать документы, любую информацию. Мне органы власти обязаны предоставить, которые запрашивают. И я имею право эту информацию распространять любым способом, который мне не запрещено законом. Уведомление подавать. Дальше. Вот здесь, например, про Погору говорят, что он также, имея опыт, навыки руководства людьми, то есть это тоже считается большим преступлением, как бывший сотрудник правоохранения, значит, создавал видеоролики якобы о совершенных должностными лицами органов государства, власти республики коррупционных и должностных преступлений, как имевших место, так и вымышленные факты преступлений. Ну, хорошо, если Погоров допустил клевету, давайте его судить по статье клевета. У нас в Уголовном кодексе есть. У нас есть Гражданский кодекс, где есть соответствующая тоже статья там честь и достоинство, деловой репутации. Почему же тогда прокуратура, если она уверена, что он выдавал в интернет вымышленные факты, почему его не привлекает ответственность? Потому что вымышленных фактов не было в наших видеороликах. Все наши видеоролики, и я, являюсь хоть и не специалист по уголовному праву, я цивильным правом занимался, я понимаю, что мне придется отвечать за это. И Погоров, который был министром МВД, а последние 7-8 лет был федеральным инспектором Центрального аппарата МВД, он понимал, что если он говорит в интернете, что о чем-то он говорит, он будет за это отвечать. И поэтому мы выдавали факты, только те факты, на которые у нас были документы. Все факты, которые мы озвучили, это были факты на основе, в том числе, представления прокуратуры Ингушетии в адрес главы республики. Это было письмо Счетной палаты в адрес главы республики. Это было письмо Минфина России в адрес главы республики. Все, о чем мы говорили только после того, как мы получали документы. И эти документы, этих документов, которые были изъяты из нашего офиса, материалов уголовного дела нет, они исчезли. Возможно, кто-то из этих документов создал себе такие папочки, как Остап Бендер, и уже обходит эту семью Евкуровых уже по адресам с этой папочкой и продает эти папочки, я не знаю. Но материалов уголовного дела их нет, этих документов. Дальше, какой способ я избирал для совершения экстремистского преступления, то есть как участник активный. Я 14 марта 2019 года направил уведомление в письменной форме органы исполнительной власти с просьбой, чтобы мне согласовали проведение публичного мероприятия. Вот какое-то преступление. Я действовал на основании 31 статьи Конституции Российской Федерации и выполнял требования 54-го федерального закона о проведении митингов, шествий, мероприятий и так далее. В чем мое преступление? Объясните мне. В чем мое преступление? Я спрашивал следователя Романова, других следователей. Они говорили, суди узнаешь. В чем наше преступление? Спрашивали мы, судьи Ессентукского суда, Краевого суда, Ставропольского. Они нам говорили, мы не можем рассматривать ваш вопрос по существу. Мы рассматриваем только меру пресечения. И вот уже год прошел, и до сих пор никто не может нам объяснить, что мы совершили, какое преступление. Уголовное преступление, то есть то преступление, которое, характеристику которое в статье 4 нам дается. Виновно совершенное умышленное преступление, запрещенное Уголовным кодексом. Что мы совершили? Какое? Где тут дальше есть? Что я дальше тут делаю? Идем дальше. Дальше, значит, Чемурзиев, Павлукиев и так далее, они 27 числа осуществляли психологическую мотивацию лиц, которые напали на сотрудников разведывательных органов.
каким образом я расшлял. Вот. Но есть еще один вопрос, который адвокат Цабинин отметил. Чемурзиев, Погоров, Паутин, Аркиев должны были осуществлять психологическую мотивацию. Что значит должны были? В русском языке это значит в будущем это действие я должен у нас совершить. Я совершил это действие или нет? Следствие на это не дало ответ. Если я это должен был, сделал ли я это? Или я это не сделал? Где у нас в обвинительном заключении есть ответ на этот вопрос? Это первое. Второе. Что такое психологическая мотивация? Как я ее делал? Каким способом я ее делал? Я выкрикивал, говорил, нападайте на сотрудников Росгвардии, бросайте мне в стулья, передавал какие-то орудия преступления. Каким образом я это делал? Каким? Я же рот даже не открыл там. Каким образом? Где Саутиева? Где она отдавала приказания? Все, это вот все, что касается меня. То же самое можно сказать по любому из подсудимых, которые здесь находятся. По любому, который здесь находится. Ни один из этих фактов не установлен. Хорошо, ладно, допустим, мы совершили экстремистское преступление. Допустим. Опять же, гипотетически. Если мы были экстремистами, и если Зубов об этом знал, и Паштов об этом знали, то почему тогда 3 числа они позволили начальнику Главного управления МВД по СКФО Бачурину и начальнику Главного управления МВД России по Ингушетии встретиться со мной и с другим экстремистом Асадом? Почему они позволили? О чем вели переговоры эти высокопоставленные должностные лица с экстремистами? О чем они договаривались? Почему суд не хочет выяснить, о чем был разговор в Бачуре? Какие он предлагал преференции, уступки экстремистам? Разве это не является пособничеством совершения экстремистской деятельности? О чем говорили экстремисты Ужахов, Барахоев, Чемурзиев, Мацагов, Погоров на 2 встречах, которые были с Матовниками? Почему Матовников, являясь представителем президента, встречался с экстремистами? Какие уступки он предлагал он и начальник управления внутренней политики Ялин? На какие уступки они шли экстремистам? Почему они шли на уступки экстремистам? Кто им дал право вести переговоры с экстремистами? 7 октября, по-моему, и 16 октября 2018 года. Почему заместитель Конституционного суда Маврин присылает приглашение экстремисту Погорову, экстремисту Мацагову, приглашает их в Конституционный суд? Кто ему дал такое право? Приглашать экстремиста в Конституционный суд России. Дискредитировать Конституционный суд России. Кто дал право начальнику канцелярии администрации президента принимать экстремиста Барахоева, который туда принес 51 тысячу подписей жителей Ингушетии? Кто дал право этому начальнику канцелярии принимать Барахоева, выслушивать его, объяснять и проводить с ним довольно продолжительную беседу? Кто дал право такое? Поэтому вопросов здесь больше, выше крыши вопросов, на которые суд не может ответить дать ответ. Никакой. Ответ там очень простой. Никакого экстремистского сообщества не было. Было вполне законное искреннее желание жителей Ингушетии. И были попытки руководителей многих федеральных органов использовать этот мирный процесс в своих целях. В том числе и сотрудники ФСБ, и сотрудники МВД, и сотрудники прокуратуры. Точно так же пытались использовать этот мирный протест, чтобы какие-то свои вопросы решить. В приватных беседах и Бачурин нам об этом говорил, что глава республики Евкуров им надоел. И ФСБшники говорили нам об этом, и прокуратура говорила нам об этом, и Следственный комитет говорил, что он связывает руки, и они не могут работать по коррупционным преступлениям. Именно по этим можно объяснить лояльность на тот момент федеральных органов власти к ингушскому национальному процессу, потому что они пытались использовать его. А когда у них не получилось, и стал вопрос, кто за это будет отвечать, то Бачурин тут же начал писать справки на экстремистов, с людьми, с которыми он встречался, разговаривал, фотографировался. Мы это все предоставляли в судебном заседании. То есть это та же самая попытка, уважаемый суд, который сегодня делает следствие и прокуратура, пытаясь сделать вас крайним в этой истории. Бачурин
Зубов и компания, они пытаются нас сделать крайним, потому что кто-то должен ответить за то, что происходило в Ингушетии. И чтобы с них не спросили, они решили устроить на такое громкое дело. То есть посадим нас, стрелочника фактически. Поэтому вам будет очень сложно давать ответы на эти вопросы. Доказано, что было факт создания экстремистского сообщества? Нет, не доказано. Уголовно-процессуальный кодекс не дает вам такого права. Ни вам, ни прокуратуре. Никто не сможет доказать, что было это экстремистское сообщество. Потому что, сидя в Кисловодске, сидя в Ессентуках, невозможно знать, что происходило в Ингушетии. Что происходило в Ингушетии, знаем только мы. Лучше нас, никто это не знает. Тем более прокурор, который не знает, где находится духовное направление мусульман. Вообще в другом городе находится, на Израиле находится. Ни один из 50 следователей даже не удосужился просто загуглить, посмотреть, где он находится, и исправить эту ошибку. И таких ошибок десятки, я уверен, в этом деле. Можно они даже сознательно это делали, я же не знаю, они же люди подневольные. Поэтому следующий вопрос: является ли наши деяния, которые сегодня прокуратура показывает как преступление, являются они преступлением вообще? Какими пунктами, какой частью, какой статьи Уголовного кодекса они характеризуются законодательно как преступление? Вот то, что я вам перечислил. Взаимодействие органов власти, критика власти, получение разрешений, подача уведомлений, психологическая мотивация. Что это такое психологическая мотивация? Я так и не понял. Каким образом я это осуществлял? И сегодня вы нас хотите на 8-9 лет посадить. Да ничего страшного. Вопрос только в том, что вы будете потом делать. Как это отразится потом? На отношении людей, правосудия вообще. Это же будет фактически последняя соломинка, которая сломает хребет верблюда. Уже у людей не останется никаких сомнений, что из себя представляет правосудие в этой стране. Возьмем второй эпизод. 318, часть 2. Во-первых, я вообще не могу понять, какое отношение там имеет лица, которые совершили преступление по части 1 318. На что прокуратура в этом обвиняет? Вы же сами все время повторяете. Вас в этом никто не обвиняет. Но тем не менее мы слушали этих потерпевших, ущерб которым характеризуется по части 1. Мы слушали лиц, которые совершили насилие по части 1. Прокуратура приобщила приговоры их в наше дело. Зачем? Для чего? На что? Кто-то обвиняет по части 1? Нет, по части 1 нас никто не стал обвинять, потому что в таком случае у следствия были бы очень слабые позиции на меры пресечения. Поэтому они оставили нам вторую часть. Им нужно тяжкое преступление. А сегодня не знают, что теперь делать с этой частью 1, куда ее девать теперь. Потому что у нас получается один всего исполнитель, Завуров. То есть нас 8 человек, и мы все руководили Завуровым. Мы, которые создали экстремистское сообщество, нас целый год экстремистского сообщества и деятельность 8 человек хватило, чтобы сломать одну берцовую кость майора Куркина. Все. Вот и вся деятельность экстремистского сообщества. Кто из нас 8 руководил Завуром вообще? Если я руководил, пожалуйста, покажите мне видеоматериалы, показания Завурова, мои показания. Он, между прочим, на площади был в белом свитере, его там очень несложно не заметить. Где я с ним рядом нахожусь, я ему даю какие-то указания. Или, может быть, Саутиева дает ему указания какие-то. Покажите нам видеоматериалы. Старший советник Андоки, покажите, где? Кто из нас? Мы все 8 руководили, то есть мы за ним 8 ходили. И когда, например, 8 человек избивают одного человека, и ему причиняется вред по статье 111, и он, например, умирает там, по части 4, перед судом всегда возникает вопрос, кто из этих 8 нанес смертельный удар, от которого человек умер. Это серьезный вопрос бывает, и его будет очень сложно бывает доказать. А каким образом вы хотите доказать, кто из нас руководил этим Завуровым? Вы доказали это? Нет, не доказали. Если это дело Барахоев, то это нужно предоставить такие материалы. Что касается Барахоева, у Барахоева было алиби накануне вот этого последнего столкновения. Он это алиби заявил здесь. Он заявил об этом следствию. Но следствие не проверило его алиби. Не перед нападением Заурова на
Куркина, ни во время Бараковой на площади вообще не было. Точно так же, как не было на площади Николаева. Он заявлял о том, что его не было на площади в 4:40, когда следствие считало, что мы все восьмером собрались на площади, у нас возник преступный замысел. Но Хаутила не было. У нас есть справка, которая нам предоставлена сотрудниками МВД. Там написано, что Хаутиев был обнаружен в каком-то здании, там, напротив этой площади. Соответственно, он не мог быть 4:40 с нами и не мог участвовать в нашем преступном умысле. Точно так же, как Саутиева, которая на тот момент находилась дома. Это легко проверить при желании. Но такого желания нет. То есть сегодня прошло 1,5 года следствия, год судебного следствия. Сегодня мы видим, что как минимум алиби 3 человек даже не проверено. Были ли они там на площади или не были в тот момент, о котором говорит следствие. То есть мы выходим на вынесение приговора, не имея по 282 события преступления, по 318 не имея состава преступления и не проверено алиби по 3 человекам из 8. Я не знаю, но если вы собираетесь выносить приговор, это, конечно, ваше личное дело, но мне кажется, тогда уже все шишки на вас на одного упадут. Фактически, вот как я уже говорил, если называть вещи своими именами, уверенно можно сказать, что в отношении нас совершено тяжкое уголовное преступление. В отношении нас, потому что в отношении нас сотрудники фальсифицировали, сфабриковали уголовное дело. И доказать мы это можем очень легко. Если у нас действительно будет равноправие в суде, если у нас будут такие же возможности, мы легко можем доказать. Вот у нас есть здесь заявление Пашкова, где он фактически за них откровенную ложь говорит о том, что я создавал боевые группы, собирался захватывать главу резиденцию, захватывать резиденцию. Хорошо, давайте доказывать. Это вооруженный мятеж, это организация массового присвоения. Почему Зубов и Пашков это пишут, а прокуратура и следствие не принимают никаких процессуальных действий по этому делу? Почему? Давайте рассмотрим. Я не боюсь, пожалуйста, не рассматривать материалы, где эти группы, чем я хотел захватить резиденцию главы республики. Это же откровенная ложь. У меня есть право сейчас написать в Следственный комитет заявление на Паштова и на Зубова с тем, чтобы их привлекли к ответственности за клевету. У меня есть такое право сегодня. Но я боюсь, что мне откажут это. Я не боюсь, я уверен, что Следственный комитет это откажет. Я здесь не найду справедливости никакой. И что мы сегодня имеем в чистом остатке после этого всего? Достаточно адвокаты объяснили все. Разжевали, в рот положили, это все понятно. И прокуратура об этом прекрасно знает. Это мы все обсудили. Что мы сегодня имеем в чистом остатке? Чаша весов Фемидова. Что? На одной чаше весов кладем Конституцию Российской Федерации, которой мы воспользовались, которая гарантирует наши права. Уголовно-процессуальный кодекс лежит на одной чаше весов. Полное отсутствие нашей вины. Мы невиновны. Отсутствие событий преступления по 282.1. Отсутствие состава преступления по статье 33, статья 318. Умысел недоказанный, он должен быть доказан. Это обязательная составная часть субъективной стороны преступления. Показания обвиняемых, показания свидетелей, они последовательны, они логичны. Все наши показания соответствуют. Мы давали показания и 31-го, еще накануне нашего задержания, и во время нашего задержания давали. Все наши показания, они последовательны. Там не к чему прикопаться, потому что лучше нас никто не знает, что мы там делаем. Никто не знает этого. Тем более, как я уже говорил, прокурор и следователь, который за 250 километров находится в Песто. У нас безупречная репутация. Возраст пожилой. Род занятий. Никаких судимостей нет. Как вы собираетесь на нас сажать на 8-9 лет? Вообще отдаете себе отчет вообще, что вы делаете? А что на другой весе, на другой чаше весов у нас находится? У нас находится, значит, такой капитальчик небольшой в обвинении в виде 2 лет, 8 месяцев сегодня уже содержания нас под стражей.
У нас находятся санкции, которые прокуратура запросила, 8-9 лет максимально, чтобы у вас не было там соблазна там, отпустить нас подсиженному, там, чтобы вы, не дай бог, там, не подумали это сделать. А если вы нас вдруг, не дай бог, еще оправдаете, то следствие вам намекает, вы же понимаете, ваша честь, что это вам обойдется. Их-то все равно осудят. Апелляционный суд отменит обвинительный, оправдательный приговор, вернет на новое рассмотрение, и другой судья обязательно их поставит уже. Но что будет с вами? Вы что, хотите, чтобы государство заплатило 8 человекам, чтобы они имели право на реабилитацию, на компенсацию? Не знаю, может ли в этом провинциальном суде, а если в Москве среди судей нескольких самоубийств, то где в Ставропольском крае такого судья найдет, который входил. Поэтому сегодня, конечно, у вас выбор, как у древнерусского богатыря. Направо пойдете, человеком останетесь, как мы. Налево пойдете, человека себе убьете. Но, возможно, там карьера у вас какая-то будет, не знаю. Сегодня они вас просят, умоляют вас, посади, спаси нас, соверши преступление, предусмотренное частью 305, вынеси неправосудный приговор. И все, и дальше будем жить, как жили, нормально. Заниматься коррупционерами, любителями золотых унитазов и так далее. Зачем тебе это? Целый год вы потеряли, вместо того, чтобы заниматься нормальной судейской работой. Обратите внимание вот, на сроки, которые, на те сроки даже, которые они запрашивают. Обратите внимание. Я давал показания. Я сказал, что ни одно мероприятие, которое обвинение считает преступными и экстремистскими, без меня не происходило. Я активно занимался, я подавал уведомления на митинг, я ездил в Конституционный суд, я встречался с мотовниками, везде я участвовал, я на митинге руководил. Но, например, Саутир этого не делал. Так почему тогда обвинение запрашивают и для меня, для нее одинаковый срок? Этого же не делали ни Нагиев, ни Хаутиев. Почему мне 8 лет, им тоже 8 лет? Я что был, плохо активничал или они слишком сильно активничали? Где логика? Мало добавим. Почему Заурову, например, я не говорю, что Заурову дали много, но мне просто хочется понять логику обвинения. Почему человеку, который совершил преступление по 318, признался, есть видеоматериалы, ему прокуратура запрашивает 3 года, судья дает 2 года, а нам, которые якобы руководили его действиями, но при этом не доказано, прокуратура запрашивает 6 лет. На каком основании? Где эта кривая логика? Как мне это понять? Может быть, вы объясните свои приговоры, где эта логика вообще находится? 6-8. 6 лет нам запрашивают по 318, а в совокупности 8. Поэтому хотелось бы понять вот, логику, чем они руководствуются. Мотив политической вражды, на который прокуратура очень надеется, что в обвинительном заключении написано, что у нас был, мы испытывали политическую вражду, у нас был такой мотив политической вражды в главе, и мы его передали, например, тому же Заурову. Хорошо, но сначала суд должен доказать сначала у нас наличие этого мотива. И если у нас Кисловодский суд докажет, потом уже можно уже по отношению Заурова. Здесь же все делается наоборот. С ног на ногу держать. Сначала у Заурова доказывается мотив политической вражды, который по обвинительному заключению он должен был от нас его, то есть позаимствовать. А потом прокуратура сейчас, скорее всего, в порядке юрисдикции будет надеяться, что вы этот приговор используете в порядке юрисдикции. Этот мотив нам не нужен. То есть все перевернут опять с ног на голову. То есть яйцо раньше курицы получается. И какой мотив у Заурова, например, был к сотрудникам Росгвардии?
Какие у них были политические разногласия, ну, понятно, у Завурова, который занимается пауэрлифтингом, и сотрудников Росгвардии, которые приехали из КОМИСС. Какие у них разногласия политические? Они что, где-то на соревнованиях, что ли, вместе выступали, где-то не поделили там призовые места. Сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции не имеют права не состоять в никаких политических партий. Почему следствие считает, что сотрудники Росгвардии представляли интересы Евкурова? Что, среди них находился Евкуров? Или они говорили, мы защищаем интересы Евкурова? Сотрудники Росгвардии выполняли указания своего начальства и устраняли, на их взгляд, нарушения административные, которые допускали протестующие. Причем здесь Евкуров, причем здесь росгвардейцы, причем здесь Завуров, и мы тоже причем здесь. Каким образом вот это все цепочку следствия умудрилось связать? Каким образом? Даже если у нас был, например, мотив, причем здесь росгвардейцы, причем здесь майор Куркин? Ведь среди нас даже были депутаты, страшно сказать, Единой России. Даже нас обвинить, что мы выступали против Единой России нельзя, потому что с нами был депутат Единой России, который Железноводский суд признал его виновным. Среди нас были и руководители даже регионального отделения Единой России. То есть даже в этом нас нельзя обвинить, что мы какую-то ненависть Единой России испытываем. Поэтому логика совершенно непонятна. Ну, я понимаю, что почему исследователи, прокурор так относятся к своим обязанностям. Потому что они привыкли, что у них в качестве подсудимых выступают люди, которые не могут защищать себя. У них нет возможности, как у нас. Они рассчитывают на лояльность судей Ставропольского края, которые закрывают глаза на все, что угодно. Соответственно, они расслабились и поэтому допустили такие большие ошибки в этом деле. Огромные ошибки. Это уголовное дело, его вообще нельзя выпускать за пределы СКФО, потому что это сплошная дискредитация. Сплошная дискредитация. Я считаю, что если уголовное дело выйдет за пределы СКФО, то нужно полностью проводить аттестацию всего судейского корпуса СКФО, если это дело выйдет отсюда. Поэтому нам вполне понятно, я уже объяснял это, чем является это уголовное дело. Это уголовное дело просто расправленное. Но, как известно, они могут сказать, просто мы с вами расправляемся и все. Если они так сказали бы, мы даже не защищались. Да, мы сказали, действительно, мы виновны в том, что мы вышли на митинг. Да, действительно, мы виновны в том, что мы реализовали свои права, которые нам гарантирует Конституция. Мы были наивны, да, мы верили. Если прокуратура нам сказала, мы вас судим за то, что вы на митинг вышли. Вопросов не было. Мы сказали, мы признали бы сразу. Но ведь прокуратура говорит мне об этом. Прокуратура говорит, что вы создали экстремистское сообщество, что вы организовали насилие, а это уже ложь. Это ложь, мы это не будем подтверждать, мы не будем это говорить. Тогда в каком, если мы согласимся на эти утверждения прокуратуры, инсинуации, то чем мы отличаемся от тех руководителей ингушетии, коррупционеров, воров? Да ничем. Но они об этом не говорят. Они устраивают расправу и прикрывают ее законом, правосудие, как ее называют. Им глубоко наплевать на правосудие, я это уже отвечал. Глубоко наплевать, что произойдет в Ингушетии, какое мнение у людей сформируется, как это отразится на межнациональных отношениях, и глубоко наплевать на это. Они решают свои узкие карьерные цели, чтобы дотянуть до пенсии, выйти на пенсию, и потом, возможно, там даже они будут адвокатами, синекуру себе выбирают, там, как адвокаты, и сидят там. Сначала они зарабатывают деньги на людях, которые они сажают, а потом они зарабатывают деньги на людях, которых они якобы защищают. Такой бизнес. Это не касается наших защитников, потому что они в органах не служили. Поэтому, уважаемый суд,
Я не знаю, все аргументы адвокаты высказали, все те моменты, на которые вы, в случае, если хотите вынести справедливый приговор, они вам предоставили те моменты, на которые вы можете обратить внимание. Мы прекрасно понимаем, в какой системе мы живем. Тут далеких вопросов нет никаких. У вас действительно сегодня очень тяжелый выбор. Очень тяжелый выбор. Я даже не знаю, почему вам, ваше руководство возложило на вас такую проблему. Достаточно было бы, например, на судью Фролова возложить Ессентукского суда, и процесс закончился бы гораздо быстрее и предсказуемее для прокуратуры. Не знаю, почему на вас это выпало. Фролова лучше с этим справилась. Правильно? Или Погосян. Или Погосян, да. Или Погосян, да, который мы были напомнены. Поэтому я прошу вас вынести в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 297 статья законный, обоснованный, справедливый приговор, который будет отражать действительно то, что происходило, который будет отражать фактические обстоятельства того, что там на самом деле происходило. Я сомневаюсь, что вы нас не разобрались и не представляете себе, что мы себя представляем. Да, мы допускаем какие-то эмоции, да, какие-то горячие высказывания можем, да, можем даже оскорбить кого-то, но нас нельзя обвинить неискренностью, нас нельзя обвинить лицемерием. Лицемерие – это оружие слабых. Поэтому пока написано, что судья оценит доказательства, оценит их с точки зрения закона, своих внутренних убеждений и своей совести. Поэтому выбор у вас, как я говорю, уже очень сложный. Желаю вам, чтобы вы смогли совесть свою не унизить и закон соблюсти. У Достоевского это связано одной фразой. Тварь я дрожащая или право имею. Все, спасибо.